Информация, не соответствующая действительности. В социальных сетях появился видеоролик о наезде в Якутске на пешеходов. НДС, МРОТ и пенсия. В стране вступили в силу новые законы. На что рассчитывать и к чему готовиться гражданам России? Огонь в новогоднюю ночь. Церемония передачи символа первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась на главной площади Южно-Сахалинска. В эфире новости мы расскажем о главных событиях к этому часу. В студии работает Андрей Погорелов. Здравствуйте. В социальных сетях начала распространяться информация о наезде в Якутске на пешеходов на Новопротовском шоссе. Как выяснил наш телеканал, в пресс-службе столичного ГИБДД видеоролик с комментариями очевидца не соответствует действительности. Госавтоинспекция города Якутска убедительно просит граждан не верить установленным фактам, так как сами видите, получается, что якобы были пешеходы, а на самом-то деле, оказывается, у нас пострадали водитель и пассажир. Сегодня днем в столице действительно произошло ДТП по Новопротовскому шоссе. Грузовик Исудзу Эльф съехал с дороги и опрокинулся на обочину. Со слов водителя, во время движения его подрезала другая машина, из-за чего он не справился с управлением. В результате аварии пострадали водитель и пассажир грузовика. Оба живы. Пострадавших в ДТП сразу доставили в республиканскую больницу номер 2. Вдвоем жалуются на боли в руках, плече. Провели обследование. У одного пациента выявлен вывих грудины конца ключицы, наложена фиксирующая повязка. И также обнаружен перелом медиальной стенки орбиты. Будет направлен на обследование лечения в глазную больницу. Второй пациент, там переломов не обнаружено, будет рекомендован и направлен на амбулаторное лечение. Число погибших в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 38 человек. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной. Разбор завалов на месте происшествия продолжается уже 4-е сутки. На данный момент опознаны 22 жертвы трагедии, среди них 3 детей. По предварительным данным, среди тех, кто остался под завалами, детей нет. Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов жилого дома. Следственный комитет России рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. Реабилитация 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске, будет долгой, однако медики рассчитывают, что ребенок восстановится полностью. По словам главы Минздрава страны Вероники Скворцовой, несмотря на то, что мальчик получил серьезные и значительные травмы, повреждений мозга у ребенка нет. Врачи также рассчитывают, что удастся спасти обмороженную ногу мальчика. За прошедшую ночь удалось улучшить микроциркуляцию. Кроме того, не подтвердились опасения насчет серьезного нарушения функции работы почек. Глава Якутии выразил соболезнования семьям погибших. В канун Нового года произошла ужасная трагедия в Магнитогорске. В Челябинской области объявлен траур, написал глава республики на своей странице в соцсети. «Вся Якутия скорбит вместе с вами», обратился Николаев к жителям Магнитогорска. «Приношу соболезнования всем семьям погибших, а всем пострадавших в этой чудовищной трагедии сил и скорейшего выздоровления». И к другим темам. В новогодние каникулы энергетические службы работают в режиме повышенной готовности. Ежегодная процедура направлена на бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения. Тему продолжат наши алданские коллеги. Теплоснабжающая организация Алданского района как никогда подготовились к новогодним каникулам. Как сообщают в теплоэнергосервисе, запас угля на месяц вперед, объекты тепловодоснабжения работают в штатном режиме. Аварийные бригады сформированы, да, значит, топливо на котельных, значит, запас составляет порядка 40 дней. Далее, значит, режим повышенной готовности, конечно, будет он у нас всегда.
да, ну, усиленные до конца новогодних праздников. Аварийные бригады энергетиков также в боевой готовности. В новогодние праздники все сияет светом, нагрузка на сети и потребление повышены, поэтому нужно быть начеку. Город Алдан обеспечен резервным питанием, и в случае аварийной ситуации мы сможем подать напряжение практически в каждый дом. Население района уже смирилось с ежедневными краткосрочными отключениями электроэнергии, которые происходили в рамках модернизации энергохозяйства. Новогодние каникулы будут бесперебойными по энергоснабжению. Если отключения света и будут, то только аварийные. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Новый год принес существенные перемены. Уже с 1 января в жизни россиян произошел ряд изменений. Нововведение касается налогообложения, заработных плат, пенсионного возраста и многого другого. Репортаж Юрия Осипова. Одной из ключевых перемен этого года можно считать начало изменений пенсионной системы. В основном это касается пенсионного возраста. Он увеличен с 55 лет до 56 у женщин и с 60 лет до 61 года у мужчин. Начиная с 2019-го пенсионный возраст будет повышаться ежегодно, пока не достигнет отметки 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. При этом необходимо отметить, что якутяне сохранили свои пенсионные льготы, как жители Крайнего Севера, и также будут выходить на пенсию на 5 лет раньше, чем в среднем по стране. Женщины в 55 лет, мужчины в 60. Вместе с тем 1 января увеличен минимальный размер оплаты труда. Таким образом, с 1 января 2018 года он составил 85% от прожиточного минимума, а с наступлением нового 2019 года 100% и составил 11 280 рублей. Основываясь на этой величине и будут рассчитываться минимальные зарплаты, больничные и детские пособия. Возрос и налог на добавочную стоимость. Закон о повышении НДС был утвержден еще в августе 2018 года. По новым условиям, с 1 января НДС будет составлять не 18% от стоимости товара или услуги, а 20%. Стоит отметить, что перемены относятся только к основной группе товаров и услуг. Льготные категории, для которых предусмотрены ставки 0% и 10%, остаются без изменений. Также в этом году запускается пилотный проект правительства «Налог для самозанятых». Он вводится для лиц, которые фактически работают, но официально не трудоустроены. На начальном этапе проект коснется только 4 регионов России. Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, налог составит 3% и 6% для работающих с юридическими лицами. Налог будет реализовываться с помощью мобильного приложения. Гражданам даже не потребуется посещать никакие инстанции для оформления документов. Налог же на движимое имущество предприятий отменяется. Но вместе с тем меняется система налогообложения недвижимости. Сумма недвижимого имущества будет приравнена к кадастровой оценке, а не инвентаризационной оценочной стоимости. Размер налога составляет от 0,1% до 0,3% от цены за имущество, которое внесена в кадастровые документы. Эксперты утверждают, что больше всех пострадают владельцы старых квартир, расположенных в центре крупных городов. В их случае фискальное обложение увеличится в 7-10 раз. При этом для владельцев жилья в новых домах на окраинах сумма увеличится в 1,5-2 раза. Изменения коснутся и рекламы. Так, с начала года нельзя рекламировать пиво в газетах и журналах, на телепередачах во время прямого эфира и рядом со спортивными комплексами. Таковы основные изменения, которые произошли в наступившем году. Юрий Осипов, Якутск. Церемония передачи символа первых зимних международных спортивных игр Дети Азии состоялась на главной площади Южно-Сахалинска. Огонь в новогоднюю ночь прибыл из Якутии на остров. Сами же соревнования, среди которых шорт-трек, хоккей, горные лыжи и не только, будут проходить на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят более 3000 человек из 20 стран. А это спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, а также почетные гости. Валерию Игоревичу Лимаренко! Ура! В завершении выпуска. 16 малышей родились в новом году в перинатальном центре города Якутска. Из них 10 мальчиков и 6 девочек. В Нерюнгри на свет появились 6 детей. И в Ленске 2. Подробнее расскажет Ольга Башук. Для Арины это первые роды. Рожать в новогоднюю ночь для нее было большой неожиданностью, так как срок был 27 декабря. Схватки начались 31-го, и уже утром в 9:15 на свет появился малыш.
Звали просто Марк, так как имя понравилось. Красивое. И вес у нас 3710, рост 53 сантиметра. Роды были тяжелые, но а так быстро прошло все. Благодаря персоналу тут. Еще одно новогоднее чудо случилось и в семье Антипиных. 1 января Галина родила 4-го сына, также в 9:15 утра. Был большим сюрпризом, потому что, вообще по графику у меня раньше срок был. Но не хотел, вот именно подарок сделал всей семье, своим и мужу, и бабушке, в общем, всем сделал подарок на Новый год. Новый перинатальный центр оборудован всей необходимой высокотехнологичной аппаратурой, оснащены все родовые залы. Именно поэтому все роды проходят на высоком уровне. А самый существенный вклад вносит персонал родового отделения, для которых не имеет значения ни время, ни день недели и тем более Новый год. Все роды прошли гладко, без никаких отклонений. Все мамы с ребеночком в палатах совместного пребывания. Все счастливы, все довольны. А первый линчанин в 2019 году появился на свет в 6 утра. Малыш пока единственный ребенок в семье. Назвали Вячеславом. 18-летняя мама Арина признается, что он стал самым дорогим новогодним подарком. Предыдущие 2 года у нас не было такого факта, что 1 января родились дети. Но 2019 год начался сразу с того, что в 6 часов утра у нас родился первый линчанин 1 января. Я считаю, что это хороший знак, что наш район развивается, что население должно с уверенностью смотреть в будущее и рожать больше линчан. А в Нерингринском районе с начала года родилось 6 детей. Первой новогоднюю ночь родилась девочка, и за ней 5 мальчиков. В Нерингринском роддоме состоялась первая выписка новорожденного в этом году. Выписываем семью, второй мальчик в семье. Мы очень рады. Это наши сотрудники. Одна из наших коллег, которая оказывает помощь мамочкам, и теперь сама стала 2-й раз мамочкой. Врачи отмечают увеличение рождаемости по сравнению с прошлыми годами. Особенно радует, мальчиков рождается больше. Врачи уверены, столько новорожденных за первые 3 дня – это хорошее начало года. Ольга Башук, Илья Сыромятников, Якутск, Ленск, Нерюнгри. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на канале. Удачного вам вечера.